В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Озвучу основные темы уходящего дня. Глава Якутии провел личный прием граждан. Какие вопросы поднимает население? Онкологи России съехались в Якутск. Проводятся мастер-классы по обмену опытом. Электронные сигареты стали настоящим бедствием для подростков. В Якутске проходит акция «Анти-вейп». В Ленске началось комплексное благоустройство территории. Расскажем, какая работа проводится. В столице республики стартовал чемпионат Якутии по гонкам дронов. Подробности соревнований. Состоялось заседание Совета по местному самоуправлению. Были рассмотрены вопросы повышения качества общего образования, цифровой трансформации, а также разработки стратегии развития опорных населенных пунктов. В своем выступлении Айсен Николаев говорил о приоритетности образования как основу устойчивого развития. Он напомнил, что с начала этого года в России реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни», цель которого – улучшение условий проживания в опорных населенных пунктах. В Якутии это 43 населения. Особое внимание было уделено ходу цифровой трансформации органов местного самоуправления. Глава Якутии призвал активизировать внедрение цифровых решений, направленных на повышение эффективности и прозрачности муниципального управления. В Якутии будет сохранена двухуровневая система самоуправления. Об этом заявил Айсен Николаев в ходе очередного заседания с руководителями районов республики. Какие темы были еще затронуты, расскажет Вероника Таюрская. С 19 июня этого года вступили изменения в федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Отныне в стране будет действовать новая система организации муниципальных образований. Айсен Николаев ознакомил руководителей районов и членов правительства Якутии с обновленными статьями федерального закона и отметил, что республика сохранит двухуровневое самоуправление. Она, в принципе, за 20 лет уже выстроилась, доказала свою эффективность в наших условиях. Здесь, в этой части, реформирование именно структуры местного самоуправления, я считаю, у нас проводиться не должно. На заседании были заслушаны доклады о разработке долгосрочной стратегии развития опорных пунктов Якутии, о цифровизации районов и о повышении качества образования в республике. По информации министра образования, в регионе наблюдается кадровая потребность в некоторых отраслях экономики, в связи с чем тенденция по увеличению профильных классов в школах сохранится. В этом году нам удалось провести работу с муниципальными органами, когда и управление образованием, и школы нацелились на профилизацию обучения. Так, тем самым увеличено количество профильных классов в школах, что сказалось на выборе единого государственного экзамена. Таким образом, мы констатируем, что количество выпускников 11 классов, сдававших предметы информатика, биология, химия, увеличилось свыше объемов 2021 года. Заседание по вопросам местного самоуправления призвано сделать жизнь населения республики проще и легче. Встреча глав районов помогает обмениваться опытом в тех или иных вопросах, а также решать насущные проблемы улусов. Недавно на территории нашего района была рабочая группа правительственная, в том числе представители Росавиации Российской Федерации по строительству аэропорта у нас в поселке Зрянка нашего Верхнеколымского района, потому что у нас есть проблема. Действующий аэропорт сейчас находится у нас на береговой линии и ежегодно его затапливает, поэтому приходится летать через соседей, через Среднеколымский район вертолетами, а это очень усложняет. Ну и также, конечно, это дополнительная финансовая нагрузка на наше население. Изменения в федеральном законе об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти начали действовать с 19 июня 2025 года. Но при этом существует переходный период, который будет действовать до 1 января 2027 года. Ну а планы и перспективы, озвученные в ходе заседания с главами муниципальных районов, рассчитаны до 2030 года. Вероника Таюрская, Иван Семенов, Якутск. Также глава Якутии провел личный прием граждан в приемной президента России в республике. В ходе приема были рассмотрены обращения жителей по различным вопросам. Среди обратившихся была мать военнослужащего, участвовавшая в СВО, которая обратилась с вопросом о поддержке семей участников СВО. Также поднимались вопросы предоставления социальной помощи на основании социального контракта многодетным семьям.
реализации дополнительных социальных программ и развития сельского хозяйства в регионе. По всем обращениям граждан глава республики дал соответствующие поручения и взял их исполнение под личный контроль. Встреча прошла хорошо. Наша семья занимается сельским хозяйством. С 10 до 12 коров должны увеличить. И будет молоко сдавать сейчас. Финансирование хорошо идет, поэтому должна доход вырасти в семье. Детей у нас 7, 2 подросли, сейчас с нами 5 живут. Поговорили о программах многодетных, узнали всякие разные программы. Арсений Сергеевич очень хорошо выслушал, мы очень довольны. Знаменательное событие для якутского здравоохранения стартовало в столице региона. С 26 по 27 июня в онкологическом центре проходит межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием. Самое главное, что специалисты не только обмениваются опытом, но и на практике покажут свое мастерство. Тему продолжит Саргылана Неустроева. Пока одна из площадок конференции набирает десятки гостей и участников, другая наоборот, не для широкого зрителя. Здесь, в небольшой аудитории, в режиме онлайн специалисты хирургического блока наблюдают за работой без малого светил российской медицины. В рамках мастер-класса Якутск посетили сразу 2 московских специалиста – профессор Азиз Зикиряходжаев и кандидат медицинских наук Игорь Погребняков. Для нас это очень такой важный опыт, потому что одну из этих операций мы начали совсем недавно, и для нас будет очень интересно, как оценит нашу работу специалисты такого ведущего уровня. Работают хирурги в 4 операционных. 2 заняли наши, якутские специалисты. Лечение, которое медики применят в ходе мастер-класса, хоть и высокотехнологичное, но давно успешно и ежедневно практикуется здесь, в республиканском онкоцентре. А наблюдать за работой коллег всегда интересно, признается один из участников – Иван Бодунов. Каждый оперирует по-своему, и вот берешь и подмечаешь именно нюансы. Даже если я эти методы лечения не приму, в принципе, потому что у меня другой подход к лечению этой же опухоли, да, то мне просто интересно смотреть, как другие люди профессионально работают в этой сфере. Одну из операций практикуют только в ведущих институтах страны и здесь, в Якутии. Это трансартериальная химиоэмболия. Проводится она через небольшой разрез на бедре. Представьте, как корабль по реке доставляет грузы до пункта назначения. Также и препарат по артериям доставляется к самому новообразованию и внедряется прямо в опухоль. Сложнейшая техника требует не только мастерства хирурга, но и высококлассного оборудования. Хирург, который будет проводить химиоэмболизацию, уже присутствовал в нашем онкодиспансере. Оценка его на хорошем уровне, наш диспансер у него на счету, потому что центр оснащен по последнему слову техники, и на Дальнем Востоке оборудование, которое присутствует в этой операционной, оно практически уникальное, единственное. Участие в конференции примут порядка 300 специалистов. Не только хирурги, но и врачи-диагносты, медсестры и другие специалисты, в том числе из Казахстана. Событие стало знаковым еще и потому, что в этом году онкологическая служба Якутии празднует свое 75-летие. И к этому юбилею демонстрирует достойный уровень. Саргылана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск. Электронные сигареты стали настоящим бедствием для подростков. Несмотря на запреты, доступ к ним остается открытым. В Якутске в результате рейдов в рамках акции «Антивейп» был закрыт вейп-шоп, расположенный в Центральном кинотеатре. Подробнее о современной проблеме мы узнаем далее. Вейпы стали подростковым трендом, превратившимся в серьезную проблему. Несмотря на запрет продажи несовершеннолетним, электронные сигареты легкодоступны. Народный фронт совместно с проектом «Здоровое Отечество» провели мониторинг торговых точек и закрыли один из вейп-шопов. Магазин, который был по продаже вейпа расположен в кинотеатре «Центральный», то есть он находился в муниципальном помещении, что в принципе нас больше всего возмутило, потому что торговый центр. Здесь в принципе не должно быть продаваться никакие, то есть продукция там с вредными привычками.
Кроме того, в магазине выявлены нарушения федерального закона об охране здоровья и правил торговли. В данном случае, то есть видим то, что витрины везде открытые стоят, по правилам они должны были закрыты. Продажа должна осуществляться вся с прайсов, без всяких картинок. Также, соответственно, проводятся акции, они как непосредственно в торговые точки, также в интернет-сети. Маркетологи позиционировали вейпы как электронные сигареты, представляющие собой менее вредную альтернативу традиционному курению. Изначально казалось, что это поможет снизить количество курильщиков, особенно среди молодежи. Однако на деле все обернулось иначе. До активного продвижения вейпов на рынке в течение последних 20 лет наблюдалось устойчивое снижение числа курящих молодых людей. Потому что вейп, он же содержит не только никотин, он же еще содержит ароматические смолы и прочие вещи, добавки, которые при воздействии температуры разлагаются на другие химические соединения. И, казалось бы, отмахиваться, меня эта проблема не тронет, да, я пока покурю, чуть-чуть выпью, и ничего у меня не будет, там ни рака, ни альвеолита, ни бронхита, ни так далее. Многие же так думают, на самом деле это далеко не так. И у каждого есть риск возникновения заболевания от употребления вейпов или электронных сигарет. За последние 3 месяца было проведено 13 рейдов, в ходе которых выявлено 3 нарушения продажи вейпов несовершеннолетним. Торговые точки, нарушающие закон, привлекаются к административной ответственности и закрываются. С начала 2023 года в республике рост потребления вейпов составил 7,5%, а объемы потребления увеличились на 12,5%. Рейды – лишь одна из мер борьбы с нелегальной торговлей вейпами. Сейчас же необходима комплексная работа по профилактике и просвещению населения о вреде электронных сигарет. Дарья Короленкова, Станислав Потапов, Якутск. В этом году уже около 35 тысяч жителей республики приняли участие в различных патриотических инициативах, в том числе в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы. В рамках проекта «Мы вместе» проводятся мероприятия, задача которых – привлечь как можно больше детей и молодых людей к активной социальной деятельности. Это делается через патриотические проекты, популяризацию духовных и нравственных ценностей, а также вовлечение в добровольчество и общественную работу. Еще один важный региональный проект «Россия – страна возможностей». Его ключевые задачи – вовлечение молодежи в мероприятия, способствующие профессиональному развитию. В текущем году в республике запланировано 33 крупных мероприятия в рамках программы «Регион для молодых». Сегодня участники кадровой программы «Якутия. Земля героев» познакомились со своими наставниками, теми людьми, которые в течение года будут сопровождать их. Среди наставников – члены правительства, главы муниципальных образований, руководители крупных предприятий и депутаты Государственного собрания Элтумен. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Главной задачей кадрового проекта «Якутия. Земля героев» является подготовка квалифицированных кадров для работы на государственной и управленческой службе. Лучший способ передать знания и умения – это институт наставничества. Для каждого участника подобрали наставника с учетом его личных пожеланий и профессиональных интересов. Самое главное, чтобы мы достаточно в сжатое время передали весь свой опыт, который мы накопили за достаточно долгое время работы в органах госслужбы, для того, чтобы они понимали тонкости, чтобы они не совершали тех ошибок когда-то, которые мы совершили, научились разговаривать, проводить совещания, общаться с людьми и работать на имя во благо нашей республики. Октябрина Афанасьева работает в социальной сфере, и именно в ней хочет строить свою дальнейшую карьеру. Ее наставником на этом пути стала министр труда и социального развития Елена Волкова. Только что проговорили о том, что Октябрина Семеновна пройдет стажировку непосредственно в министерстве. Будут организованы рабочие встречи по всем направлениям нашей деятельности, не только в области социального обслуживания, но и все другие направления, которые курирует наше министерство, для того, чтобы наш коллега более, так скажем, в расширенном формате погрузился в деятельность органа исполнительной власти. Сама Октябрина Семеновна очень рада, что ей достался такой наставник, и с нетерпением ждет дня, когда начнется ее стажировка. Планы уже все проговорили. С 1 июля уже буду приступать к своим. Практика, как в министерстве буду проходить, все буду видеть, как они работают, нормативно-правовые акты, документы. И очень хорошо, что я буду посещать другие организации.
министерства. Многие участники программы выбирали сферу деятельности, в которой они были задействованы до участия в специальной военной операции. Но есть и те, кто решил попробовать свои силы в новой для себя стезе. Набирали наставников именно по нашим анкетам, и в наших анкетах было указано то, что да, в какой сфере мы хотим работать. Я сегодня полностью удовлетворен. Мы поговорили с ним в порядке полчаса и будем уже с 1 июля вникать в работу Министерства гражданской обороны и по северному завозу, по обеспечению безопасности населения. И я думаю, я приму очень много большого опыта, работая в этом министерстве. Опыт наставничества в подобных проектах позволяет участникам максимально погрузиться в работу и дает возможность узнать все тонкости государственной службы не только в теории, но и на практике. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. В одном из дворов Ленска началось комплексное благоустройство территории. Здесь создают новые места для парковок, проездов, пешеходных дорожек и зон отдыха. Уже неделю во дворе жилых домов по улице Первомайская, 9 и 11 кипит работа. Фронтальный погрузчик расчищает территорию. Самосвалы привозят необходимый строительный материал. Бетономешалка как раз в момент нашей съемки подвезла бетон. Но сегодня мы выставляем, значит, выполнили вертикальную планировку, выставили бордюры. Уже с завтрашнего дня приступим к бетонированию площадки проездных путей. На объекте трудится бригада строительной компании «Арарат». Рабочие заливают бордюры и выкладывают тротуарную плитку. К сентябрю объект должен быть сдан. После благоустройства двор заметно преобразится. Здесь появятся пешеходные дорожки, места для парковки и ТБО, спортивная и детская площадки. Места для отдыха. Также проведено будет освещение, территорию и озеленят. Благоустройство данных дворов было проведено по инициативе жителей, которые обратились к главе города в 2023 году. Тогда мы разработали по 4 дворовым территориям проектно-сметную документацию, также по обращениям жителей. Это вот Первомайская 9, 11, Портовская 24, тоже проблемный двор, и Заозерная 51Г. Вот. Тогда мы заявились в конкурс 1000 дворов республики, и, к сожалению, по 4 дворовым территориям мы в конкурсе не прошли. Тогда нами было подготовлено обращение в адрес района. Из бюджета района на благоустройство было выделено 26 миллионов рублей. Двор по улице Первомайская, 9 – один из проблемных в городе. Здесь постоянно после ливней скапливается вода, поэтому главная задача подрядчика – сделать водоотведение. Проблемы были большие. Здесь скапливалась вода после дождей и образовалось озеро. И не могли люди ни пройти, ни машины, как говорится, проехать. Здесь все время было, даже тротуар был затоплен. Радостно, что наконец-то вот этот двор благоустраивается. По плану посмотрела, здесь очень красиво будет. Также благоустройство территории ожидают жители микрорайона «Теплый стан». Но недобросовестный подрядчик уже второй год никак не может начать работу. Администрация города выставила претензию. Глава надеется, что в этом году и этот вопрос сдвинется с мертвой точки. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Акция «Особенности национальной уборки» стартовала в республике. Организатором выступил Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас». В субботнике приняли участие Министерство экологии, их подведомства, а также неравнодушные жители и гости столицы. Предварительно на участие было отправлено 300 заявок. Уборка прошла на территории Московской набережной, на участке от памятника Петру Бекетову до жилого комплекса «Парус». Отметим, что в этом году Якутия стала 25-м регионом, в котором проходит данное мероприятие. Сама акция проходит с 23 года и охватила уже 25 регионов России. Всего на данный момент в ней приняло участие более 30 тысяч человек и собрано около 300 тысяч тонн мусора. Ее уникальность в том, что это не просто субботник, она проходит как настоящий праздник. У нас многонациональная страна, и каждый регион, каждый уголок нашей страны, он уникален. В этом как бы ее действительно вот уникальность. Наша задача показать, чем же красен каждый регион. Наша задача показать и раскрыть душу региона. Якутия принимает эстафету от Ингушетии.
и передает эстафету в Новосибирск. То есть после вас, вот 12 июля, мы поедем уже непосредственно в город Новосибирск, к сибирякам настоящим. То есть эстафету вы будете передавать туда. В столице стартовал чемпионат Якутии по гонкам дронов. Вместе со взрослыми за медали поборются и дети в рамках республиканского первенства. Подробности расскажет Эржена Гармаева. У дронов масса способов применения, но сейчас пилотами движет только спортивный интерес. За 2 дня соревнований мастерство в управлении коптерами покажут 47 человек. Сегодня в комплексе Дахсун кружат крохотные дроны класса 75 мм. Это самая популярная категория. Это обусловлено тем, что у многих есть данный гоночный дрон. Он является более дешевым, чем старшие классы. Конкуренция, конечно же, большая. В прошлом году, если было 54, то в этом году 47 участников. Это только те ребята, которые уже уверены в своих силах. Завтра трассу с препятствиями будут преодолевать аппараты покрупнее и побыстрее. Тем зрелищнее гонки, говорят организаторы. Во всех дисциплинах свои силы испытает ученица арктической школы Уйгулана Антоева. В этом, кстати, особенность нынешних соревнований. Впервые в борьбу вступили девушки. Мне очень нравится этот вид спорта, и я участвовала во многих соревнованиях и показывала очень хороший результат. Ожиданий больших таких нет. Я хочу просто провести этот день очень хорошо и запомнить его надолго. А пока большая часть участников, как и фаворитов гонок, это представители мужской половины. Несмотря на юный 18-летний возраст, один из претендентов на победу – Кирилл Колтовской. Начал молодой человек с соревнований в техническом симуляторе. А благодаря успехам в виртуальном мире он пришел к гонкам наяву. Мне эти дроны достались в целом. Так бы, может, не переходил бы. А так мне 75-е дроны предоставили, я на них полетал, и все нормально. Конечно, интереснее, ведь на настоящих дронах ты уже в реальной жизни ведь летаешь. Ожидаю минимум 1 место. Результаты воздушных баталий станут известны уже завтра. А победителей и призеров соревнований мы увидим вновь на чемпионате Дальнего Востока, который пройдет в нашей столице с 24 по 28 июля. Эржена Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. В Якутске прошло открытие 3-го этапа фотовыставки «Женщины своих героев». В рамках проекта женщины фотографируются в военной форме, а затем из снимков создается экспозиция, дополненная письмами участникам СВО. На выставке представлены портреты более 80 жен и матерей бойцов. Патриотическая акция зародилась в Самаре в 2022 году и быстро приобрела всероссийский масштаб. Такие мероприятия, конечно, имеют очень важную и значимую роль, в первую очередь для самих женщин, поскольку они являются именно героинями этого проекта. И получая обратную связь от них, я понимаю, что это является своего рода точкой опоры для них. Во-вторых, я бы хотела отметить, что немаловажную роль этот проект играет для патриотического воспитания нашего будущего подрастающего поколения. Движение «Активное долголетие» для людей старшего возраста и пенсионеров активно развивается в Нерюнгринском районе. Каким образом, расскажут наши коллеги из Нерюнгри. Зарядка для активных пенсионеров проходит в городском парке дважды в неделю. Участники с энтузиазмом собираются под ярким солнцем, готовые вдохнуть свежий воздух и зарядиться позитивом и энергией. Когда это все есть, когда посмотришь на себя в зеркало, да ты красивая, да ты еще молодая. Ну почему бы? Я всем это желаю. Занятие включает в себя упражнения для суставов, дыхательную и общеукрепляющую гимнастику. Чтобы было хорошее настроение, обеспечение двигательной активности и, конечно же, это общение. Начали мы зарядку проводить в прошлом году с сентября месяца по ноябрь месяц. Потом у нас был зимний период, мы отдохнули, и с 1 июня у нас начались опять зарядки со старшим поколением. Тамаре Лукьяненко 89 лет. Активная нерюнгринка поет в хоре, состоит в волонтерском движении. Легкая и позитивная, она на своем примере показывает, как сохранить молодость и бодрость духа и тела.
просто надо активно во всем участвовать. Я вот в молодости участвовала в самодеятельности художественной, всегда была конференция, участвовала в пьесах, все. Надо просто как жить жизнь не домашняя, что кухня, все. И дети я воспитала 2 детей, у меня 10 внуков, 5 правнуков. Короче говоря, что это не мешает, если ты настроен на то, что надо жить повседневной жизнью, такой жизнь, энергия, чтобы была хорошая. Регулярные умеренные физические нагрузки замедляют процессы старения, влияют на работу всех систем в организме, улучшают общий эмоциональный фон. Это отмечают все участники зарядки. Зарядку я начала посещать недавно совсем, потому что там по медицинским показаниям мне доктор запрещал. Сейчас я хожу с большим удовольствием, потому что мы здесь заряжаемся энергией, прорабатываем все мышцы себе и общаемся друг с другом. Очень интересно. Кроме утренних зарядок, у участников активного долголетия много других программ активности. Экскурсии, мастер-классы по рисованию, кинопоказы, субботники и танцы. Такой большой перечень занятий напоминает всем, что жизнь продолжает радовать в любом возрасте. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.